Капремонт – миссия выполнима. Это первый многоквартирный дом в Магасе, в который вдохнули новую жизнь в рамках программы «Капитальный ремонт общего имущества» в многоквартирных домах Ингушетии. Всего же запланировано отремонтировать 5 таких домов по республике. Фасад, лестничная площадка и новая ливневая система. Капитальный ремонт в первом доме Азиева завершен. Около 3 месяцев рабочие трудились, чтобы уложиться в сроки, придать дому, которому уже 15 лет, новый облик. Лопнувшие трубы и потрескавшиеся стены теперь остались в прошлом. Необходимо мечтать уже адаша пинаш полностью фасад тоя, фундамент тоя, подвал тоя, чохоз бог пяпцар. Что ж хамалдер бог укамал вахчаро, что хамалдер идеально дятцар. Плитк тухор, эш тухорлар да тухор фасад. Прям алхамдахца. Перемены к лучшему оценил и Ахмед Кориков, один из первых жильцов дома. Картину «до» и «после» прекрасно помнит. Фасад здания, помимо прочего, раньше портил эстетический вид центра. Был в очень плачевном состоянии, очень плачевном. Небо и земля, то, что было, и то, что сейчас. Но мы очень довольны. И хорошее архитектурное решение по подбору цветов, и материалы качественные. Большое спасибо. Реализация краткосрочного плана республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества» в многоквартирных домах в Ингушетии началась еще в 2014-м и будет действовать вплоть до 2043 года. За это время в регионе уже сделан капремонт в 29 многоквартирных домах. Конструктивом у нас есть свои межремонтные сроки. И первый ремонтный срок наступил в отношении этого дома, это был ремонт фасада. Вообще в жилищном кодексе запланировано, в законе Республики Ингушетия запланировано по капитальному ремонту 6 видов работ. В настоящее время в отношении данного дома уже проведены работы по одному виду работ, как я ранее сказал, это ремонт фасада. И в дальнейшем, согласно региональной программе, по оставшимся 5 видам работ будут проведены соответствующие работы в сроки, установленные региональной программой. Несмотря на то, что у нас в республике низкий процент собираемости, да, у нас низкий процент собираемости, потому что собственники не платят. У нас с 2014 года не было ни одного срыва краткосрочного плана. Средства на капремонт формируются за счет взносов жильцов, размер которых определяется исходя из жилищной площади. В Ингушетии размер взноса один из самых низких среди регионов Северного Кавказа. У меня была бы просьба, я обратился сейчас к жителям многоквартирных домов по всей республике, которые у нас, чтобы они вовремя оплачивали вот эти деньги за капремонт дома. Там всего у нас 6 рублей 30 копеек, по-моему, в месяц за квадратный метр выходит. Вот эти деньги, они сильно помогают, и в ремонте помогают, и во всех вопросах, чтобы потом в раньшее время дом не пришел в непригодное состояние. В дальнейшем за счет накопленных вот этих денег, они по очередности выявляют дома, уже конвенционно выявляют дома, которые необходимо сделать ремонт, и ремонтируют. На счету подрядной организации это не первый отремонтированный дом в рамках программы. В их числе также один из многоквартирных домов в Карабулаке. И если бы не погодные условия, рабочие закончили бы намного раньше. Много дождей были, мешали нам, потому что фасад его нельзя делать, когда мокро. Стараемся как можно качественно делать. Променяем самые хорошие материалы, качественные материалы, чтобы люди были довольны, чтобы дольше стояло здание. Преображения в этом году коснутся и многоквартирных домов в Назране, Карабулаке и Малгобеке. Только за прошлый год их общая площадь составила около 11 тысяч квадратных метров. Работы были проведены в 8 домах по региону. Главное, что жильцы теперь смогут забыть о прежних неудобствах. В свою очередь, собственникам не стоит забывать ежемесячно пополнять копилку дома на будущий ремонт. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.